Как не заблудиться в лесу? Собираетесь в лес, первое правило – это, конечно же, оповестить своих знакомых или близких о том, что вы собираетесь пойти в лес. Обязательно сказать место, куда вы идете, и изучить это место на карте. Необходимо тщательно продумать свое снаряжение, чтобы с собой был обязательно компас, нож, спички. Яркая одежда, она помогает спасателям найти человека быстрее, потому что камуфляжная одежда, она сливается с деревьями, и, соответственно, поиски при этом затрудняются. При заходе в лес обязательно посмотрите, какие ориентиры крупные находятся. Сотовый телефон обязательно, чтобы был с собой, чтобы был пополнен баланс, чтобы зарядка батареи обязательно была полной. У батареи есть свойство разряжаться, поэтому если вы в какой-то момент ходите по лесу, вы можете телефон на некоторое время отключать, соответственно, сказать об этом, конечно же, сказать тем, с кем вы непосредственно поддерживаете связь. Это для того, чтобы телефон достаточно долго у вас проработал. В некоторых местах сотовая связь недоступна, поэтому спасатели рекомендуют брать с собой свисток. То есть, если, опять же, спасатели вас будут искать, то есть вы можете подать с помощью свистка какой-то сигнал. Если вы заблудились в лесу, в первую очередь нужно сохранить самообладание, потому что с помощью самообладания будет определены дальнейшие ваши действия. Если вы нашли ориентир, и держитесь его и никуда не сворачивайте. Если по пути у вас ручей, болото или река, ни в коем случае не переходите их, а наоборот старайтесь держаться противоположной стороны. Не рекомендуется ходить по звериным тропам, потому что данные тропы могут привести к логову жилища, что может тоже также привести к трагедии. Если вы увидели какие-то тропки, протоптанные человеком, то можно также ориентироваться на них. Опять же, одно из правил, если вы передвигаетесь, желательно оставлять какие-то зарубки на деревьях, либо поломанные ветки, для того, чтобы те, кто вас будет искать, могли примерно понять, в каком направлении вы движетесь. Ни в коем случае не есть незнакомые грибы, незнакомые ягоды. Лучше пить, потому что без еды человек может продержаться, без воды начнется обезвоживание и может привести к потере сознания. Еще одно из правил – это, конечно же, люди, которым не противопоказаны по здоровью прогулки в лес, обязательно взять с собой лекарства. Если вы не выходите из леса до вечера, вы понимаете, что вам придется оставаться в лесу ночью, лучше не передвигаться, потому что ночь она нужна для восстановления сил. Выбрать какое-нибудь сухое место и переночевать.